Хава Коригова, на удивление многих, презентовала на Машуке проект в сфере строительства, хотя студентка НГУ учится по специальности экспертиза управления недвижимости. Руководитель проекта по строительству мини-завода с детским названием «Лего Кирпич» рассказала о преимуществах строительного материала. Он намного легче обычного, а самое главное – цена. Один лего-кирпич обойдется покупателю в 4,5 рубля, когда обычный стоит около 20. К тому же сделан он из твердых горных пород, которым богат регион. Я запрашивала 400 тысяч, но сам станок стоит 286 тысяч. Что для производства кирпича? Станок выпускает смену 300. Кого же может заинтересовать такой строительный материал? Здесь Хава тоже не осталась без ответа. Лего-кирпич сейсмоустойчив, может быть востребован, к примеру, в Малгобекском районе. Руководитель республики высоко оценил идею создания мини-завода. Также, по мнению главы региона, если тот или иной грант не получил одобрения экспертной комиссии, то надо искать другие источники поддержки. Каждый думает, что если вот деньги дадут, я сделаю, деньги не дадут, я не сделаю. Это неправильно. Там он может выиграть грант, может не выиграть, но работа должна идти. И у нас тоже нет возможности всех поддержать. Рабочие проекты должны быть, которые будут реализованы, которые будут там реально доступны. По словам Юнусбека Евкурова, молодой человек должен еще в школьные годы определиться с будущей профессией и стремиться получить те знания, которые он сможет применить в работе. Порой получается так, что выпускник отучился по одной специальности, а работать хочет совсем в другой сфере. Не только молодежь, и взрослые, все ждут, когда их за руку отведут на работу, трудоустроят. Сейчас мы пытаемся найти место для дипломников, краснодипломников, я имею в виду. Даже и для них невозможно найти. Не то, что нет рабочих мест, а нет рабочих мест по ихнему образованию, к тому, чему они учились. Желающих отправиться на Машук в республике было много, однако отбор прошли 170 молодых людей. Все они уже защитились, но финансовую поддержку получат около 10% от этого числа. По мнению главы региона, каждый получатель гранта должен предоставить отчет, как он будет реализовывать свой проект и что это даст республике. К примеру, в вопросе образования новых рабочих мест. Если у нас выигрывают, получать 10 человек хотя бы гранта, все, эти 10 человек должны получить индикаторы, каким там нормативом они должны выйти. Это количество рабочих мест, это продукции, которые там производят, если будет какая-то продукция, или услуги, какие они оказывают. Напомним, имена счастливых обладателей грантов будут объявлены в сентябре этого года. Хусен Гагиев, Ахмед Парчи, Юнус Цичоев, Новости 24.